Сегодня в целях поддержки подрастающего поколения в области культурного и духовного развития учащиеся образовательных организаций воспользовались возможностью посетить спектакли Ингушского государственного драматического театра. Как сходить в театр, если ты учишься в школе? Деньги пока не зарабатываешь, а просить у родителей не хочется. Сидящие в этом зале школьники знают ответ. С момента оформления пушкинской карты у ребят есть возможность посмотреть спектакли. Благодаря поддержке государства культурные мероприятия стали доступными. Учащийся первой Назранской гимназии Тамерлан Барахоев пришел сегодня посмотреть спектакль «Падение Жанхота». Пушкинской картой воспользовался впервые. Саму карту я оформил год назад, еще когда она в целом начала набирать обороты. А сейчас она стала популярной из-за того, что Министерство культуры и Министерство образования начали ее распространять как раз для таких мероприятий. И как раз для этого сейчас все начали делать пушкинскую карту, чтобы ходить в театр, посещать кино, да и в целом для общего развития. Федеральный проект «Пушкинская карта» предполагает, что каждый гражданин в возрасте от 14 до 22 лет имеет виртуальный доступ к денежной сумме в размере 5000 рублей, которую он может потратить на посещение какого-либо культурного мероприятия. Сегодня, с учетом изменений, вступивших в силу с мая этого года, по Пушкинской карте можно сходить в музеи, театры, на выставки и в кинотеатры, на сеансы, одобренные экспертным советом при Министерстве культуры. В этом году у нас очень активно, особенно в декабре месяце, начали действовать различные мероприятия культурного характера. Любой школьник может, зайдя на Яндекс.Афиша, это такой портал, где любое культурное учреждение может выставить свое мероприятие, и любой школьник может, авторизовав свой билет, посетить любое мероприятие и бесплатно, в пределах той суммы, о которой я говорил. Определить, имеет ли спрос Пушкинская карта и есть ли желание у молодежи посещать культурные мероприятия, можно, посмотрев в этот зал. Ни одного свободного кресла. Подрастающее поколение с огромным интересом смотрит спектакль. Для ознакомления нашей молодежи с нравственной политикой нашего государства и есть необходимость сегодня поработать с молодежью в воспитании нашего духа, нашего менталитета, нашего характера, наших сил, для того, чтобы наша молодежь была вместе с Национальным театром и через театр вживалась в нашу ингушскую жизнь. Для приобретения виртуальной карты необходимо завести учетную запись на портале госуслуг и авторизовать ее в МФЦ. Загрузив на свой смартфон приложение госуслуги «Культура», ребенок получает доступ к своей пушкинской карте. Виртуальные денежные средства действуют в течение 1 года, и если их не израсходовать, сумма сгорает. Минобрнауки Ингушетии приняло решение с января месяца планомерно организовать каждому школьнику пушкинскую карту. У ребят есть возможность каждый год после обнуления суммы воспользоваться новыми средствами, которые им выделяет федеральный центр, и посетить различные культурные места. Билет можно забрать в пару кликов. Ребенок может заблаговременно активизировать на этом мероприятии. То есть он может зайти на портал Яндекс.Афиша, выбрать то мероприятие, которое ему интересно, активизировать это мероприятие, провести виртуальный платеж по Пушкинской карте, получить цифровой билет, распечатать его и, придя непосредственно на мероприятие, показав его администратору, пройти в зал и занять свое место. К концу декабря Министерство образования и науки Республики Ингушетия планирует выйти на показатель в 15 тысяч пушкинских карт, то есть задействовать максимальное количество детей для духовного и интеллектуального развития. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.